Так, все, да, я могу начинать. Добрый день, коллеги. Заместитель директора школы 23 города Воркуты Кудряшова Татьяна Валерьевна. Сегодня вашему вниманию мы хотим представить опыт организации дистанционного обучения учащихся в нашей школе. И вашему вниманию мы предлагаем три вопроса для рассмотрения. Первый вопрос – управленческие решения по вопросу организации дистанционного обучения учащихся в школе. Освещу этот вопрос я, Татьяна Валерьевна, заместитель директора. Второй вопрос – техническое и методическое обеспечение дистанционного обучения. Опытом поделится Смирнов Сергей Александрович, учитель истории и обществознания. И третий вопрос с опытом организации дистанционного обучения учащихся по химии нас познакомит Наталья Петровна Лекомцева, учитель химии. Итак, начнем. Ситуация с пандемией коронавируса поставила перед школами... Извините, я забыла свою презентацию. Ситуация с пандемией коронавируса поставила перед школами новую проблему – организация дистанционного обучения. Сегодня я расскажу о том, как наша школа решает данную проблему. В понедельник, 16 марта, когда была получена информация о введении карантинно-ограничительных мероприятий, был издан указ директора о переходе школы на дистанционное обучение. В соответствии с данным приказом классными руководителями через систему электронное образование организовано информирование учащихся и родителей или их законных представителей о реализации образовательных программ при помощи электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Педагогами был составлен и доведен до сведения учащихся и родителей также через ГИС «Электронное образование» перечень заданий для дистанционной формы обучения на период с 16 по 21 марта. Поскольку в зимний период, да и не только в зимний период, занятия в школах города отменяются в связи с погодными условиями, образовательный процесс не прекращается. В школе имеет разработанный администрацией локальный акт «Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий», который определяет порядок оказания учебно-методической помощи учащимся, в том числе индивидуальной консультации, проведение текущего и итогового контроля, обеспечение ведения учета результатов образовательного процесса в электронной форме. С данным локальным актом также ознакомлены через систему ГИС «Электронное образование» учащиеся и родители. Разработано положение о промежуточной аттестации учащихся при организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. На совещании при директоре было принято решение об организации обучения учащихся не только через ГИС «Электронное образование», но и проведения уроков в режиме реального времени. Был осуществлен мониторинг необходимого технического оборудования учителя в условиях организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. Все учебные кабинеты в школе оснащены автоматизированными рабочими местами, есть выход в интернет. Если в кабинете компьютер, а не ноутбук, то техник подсоединял видеокамеру и микрофон для выхода учителя на связь с учащимися. Более того, ряд педагогов осуществлял образовательный процесс из дома. Я хочу более подробно остановиться на расписании, на составлении расписания. Помимо основного расписания было составлено дополнительное расписание уроков, планируемых проводить с 18 марта в режиме реального времени. Было принято решение, что онлайн-уроки будут проводиться в первую очередь для учащихся выпускных классов. Расписание дополнительно выглядело таким образом, оно представлено на экране. Педагог самостоятельно прописывал класс, в котором он планирует провести онлайн-урок, время и тему занятия. Расписание составлено в облачном документе с доступом для всех учителей, и поэтому каждый педагог сам вносил записи. Онлайн-обучение было организовано в вебинарной комнате «Мегаполис», которая вмещает 50 человек. Поэтому в расписании были предусмотрены занятия, когда могли присутствовать учащиеся из разных классов. Например, занятие было организовано для учащихся, обучающихся в параллельных классах,
либо занятия по определенной теме для учащихся, сдающих основной государственный экзамен или единый государственный экзамен. Мы объединяли детей по группам. Безусловно, параллельно велось дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы. Это и ресурсы платформы РЭШ, Российской электронной школы, учи.ру, Решу ЕГЭ и других. Данные образовательные порталы содержат инструкции, учебный контент, видео, текст, рисунки. При помощи таких учебных материалов ученик изучает новую тему самостоятельно. Свои вопросы ученики могли задавать через ГИС «Электронное образование» или через социальные сети. На четвертую четверть составлено расписание на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету. На слайде вы увидите шаблон расписания, в котором перечислены учебные предметы и указано время проведения урока. Мы сохранили пока время, соответствующее нашему основному расписанию. Продолжительность урока составляет 45 минут. Однако педагог, проводящий онлайн-урок, сам контролирует время. Продолжительность занятия не должна превышать норм, предусмотренных для детей определенного возраста. Далее в презентации у меня будет информация по продолжительности онлайн-занятия для каждого класса. В расписании сохранили время урока 45 минут для того, чтобы по окончании занятия, проводимого в онлайн-режиме, у учащихся оставалось время до следующего урока для скачивания материала учебного или для отдыха. В расписании предусмотрен столбец для указания формы занятия. Вот здесь мы как раз видим вот этот столбец для указания формы занятия. О формах занятий я также остановлюсь чуть позже. В следующей графе указываем образовательную платформу, вот здесь, на которой будет организован учебный процесс. Это и платформа Мирополис, где организованы наши онлайн-уроки, и учи.ру, в виртуальном классе которого также проводятся занятия для учащихся начальной школы или уроки математики. И платформа Решу ЕГЭ, которая сегодня предоставляет бесплатный доступ к своим ресурсам и открыла также виртуальные классы. В этой графе педагоги могут указывать ссылки на учебные материалы, которые размещены на их персональных сайтах в облачном хранилище сайтов. Либо указывается параграф страницы учебника, то есть в столбце содержится информация о нахождении учебного материала. И в последней графе указываем, педагоги у нас указывают домашние задания. В таблице имеются также условные обозначения, так же как и в ГИС «Электронное образование». Первое условное обозначение ОУ, как мы видим, это онлайн-урок. Урок в режиме реального времени, занятие, проводимое в нашей вебинарной комнате. Следующее условное обозначение ОН – отработка навыков на платформе. Допустим, это прослушивание урока на платформе учи.ру и выполнение заданий, закрепление темы по карточкам. Или это работа старшеклассников на платформе Решу ЕГЭ с предварительным изучением материала, а впоследствии выполнением задания по данной теме. Следующее обозначение – видеоурок и задания на платформе. Это может быть РЭШ, Российская электронная школа, в которой предусмотрена лекция по теме, тренировочные задания и контрольные вопросы. Однако выполнять задания учащийся может только в случае регистрации на портале. Следующее обозначение ВЭ – виртуальная экскурсия. В большей степени рассчитана на такие учебные предметы, как музыка, ИЗО, история, литература, окружающий мир и другие. Следующее обозначение СР – самостоятельная работа по заданному материалу, когда ученик самостоятельно изучает учебный материал либо по учебнику, либо по материалу, выложенному на сайте педагога, либо по материалу, выложенному в облаке. В качестве самостоятельной работы ученикам можно рекомендовать изучение несложных тем или тем для повторения ранее изученного материала. ПР – письменная работа с отправлением учителю. Та работа, которую ученик обязательно должен выслать педагогу через ГИС «Электронное образование» или через соцсети. Скорее всего, это скриншот выполненной работы.
и за эту работу учащийся получает оценку. Ну и в соответствии с стандартно-тематическим планированием предусмотрены и контрольные работы, обязательные работы, такие как сочинение, изложение и так далее. Поэтому включили специальное обозначение, вот это КЗ. Если этот знак указан в графе, значит оценку должен получить каждый учащийся. Хочу отметить, что эти обозначения, эти формы работы продуманы нашими коллегами. Возможно, что-то будет меняться. В ходе работы, я думаю, мы будем вносить необходимые коррективы. Сейчас это пока стадия апробации. Однако сводная таблица, таблица расписания позволит отслеживать прохождение учащимися программного материала, проведение педагогами учебных занятий как в онлайн-режиме, так и с использованием интерактивных образовательных ресурсов, организацию обратной связи учащихся, дозировку домашнего задания. Немного хочу остановиться сейчас на обязанностях классных руководителей и учителей-предметников. Первую свою задачу формирования учащихся и родителей или законных представителей о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий классные руководители уже выполнили. Они также ознакомили детей и родителей с расписанием занятий, графиком консультаций. Классным руководителем осуществлен мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся в условиях обучения с использованием дистанционных технологий. В обязанности классного руководителя также входит осуществление контроля взаимодействия всех учащих класса с учителями-предметниками. В расписание включены классные часы, которые будут проводиться один раз в неделю. Классный руководитель определяет либо самостоятельно, либо совместно с педагогом-психологом тематику внеурочных мероприятий для формирования учебной мотивации учащихся, поддержки и формирования учебной самостоятельности. Классный руководитель также поддерживает связь с родителями, при необходимости организует онлайн-родительские собрания с целью разъяснения родителей о необходимости усиления их функций при переходе на дистанционное обучение. Обязанность педагогических работников заключалась в нахождении и применении электронных ресурсов для предоставления учащимся образовательной деятельности. Для этого 19 марта состоялось в школе расширенное заседание методического совета, на котором педагогам были продемонстрированы для использования в работе несколько образовательных платформ. 20 и 21 марта были организованы дни погружения с целью изучения данного вопроса. 26 марта был проведен вебинар, на котором педагоги уже поделились опытом эффективного использования возможностей интерактивной платформы учи.ру, Решу ЕГЭ, Zoom и других образовательных порталов. Помимо определения электронных образовательных ресурсов, с помощью которых планирует свою педагогическую деятельность учитель-предметник, он также определяет средства коммуникации, формат проведения уроков, график проведения оценочных мероприятий, график выполнения домашних заданий, перечень учебной литературы, дополнительных источников, способы организации обратной связи. Проводит корректировку учебных программ. Определяет допустимый объем домашних заданий на неделю или на 2 недели. Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных работ. Организует групповую работу учащихся с дистанционным взаимодействием. Определяет также длительность урока, соблюдая нормативные требования. Для учащихся первого класса продолжительность урока должна составлять не более 10 минут, ну и далее для вторых-пятых классов не более 15 минут и так далее. Учитель-предметник также осуществляет текущий контроль успеваемости учащихся и фиксирует результаты в электронном журнале. Формирует темы занятий, указывает ссылки на электронные образовательные ресурсы или на образовательные платформы в расписании и в электронном журнале. При формировании учебного материала педагоги должны учесть следующие компоненты. Учебный материал, включая необходимые иллюстрации,
обязательные инструкции по его освоению, вопросы и тренировочные задания, а также контрольное задание и пояснения к их выполнению. Сложность пока заключается в том, что педагоги работают на разных платформах. Это не очень удобно для учащихся, да и для самих педагогов. Нужна единая платформа, которая позволит сэкономить время для нахождения учебного материала для педагога, так и для учащихся. Ну и далее тему продолжит Сергей Александрович. Он расскажет о том, как технически школа решала проблему организации дистанционного обучения. Сергей Александрович очень давно использует дистанционные технологии в образовательной деятельности, и сегодня он поделится своим опытом. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Ну, действительно, я дистанционными технологиями занимаюсь довольно давно. Сегодня поделюсь с вами опытом не как учитель-предметник, а как методист, отвечающий за цифровизацию у нас в школе. Конечно же, для нас было это определенной неожиданностью, вот та ситуация, в которой оказались мы, но у нас была уже отработана система по дистанционному обучению учащихся, и были определенные наработки, которые нам позволили 17 марта, то есть практически сразу после объявления особого положения, перейти на дистанцию. То есть у нас была и уже заранее подготовлена площадка на основе бинарной площадки Мирополис, которой мы пользуемся на уровне школы уже второй год. В прошлом году она у нас была рассчитана на 50 человек, в этом году уже на 300. Мы расширились. Конечно же, онлайн занятия можно проводить на других платформах, и Discord, который особенно детям нравится, это и Zoom, это и Видеомост, Google, да, их довольно много. Но мы должны с вами понимать, что основная эта задача наша на дистанте заключается в том, чтобы как можно больше приблизить процесс обучения к традиционному. Потому что, например, если мы будем пользоваться платформой, на которой нет возможности демонстрировать материалы, нет возможности подгружать файлы во время занятия, да, то есть много таких вещей, которые не позволяют построить учебный процесс наиболее полно. Уже с 18 марта мы вошли в штатный режим по дистанционному образованию. Сначала мы, конечно же, пользовались только нашей школьной платформой, нашим виртуальным кабинетом, в котором мы с вами сейчас и общаемся. Впоследствии учителя начали подключать уже и свои платформы, выбирать какие-то для самостоятельной работы. Я коротко хочу вас просто познакомить с той платформой, на которой работаем мы, с платформой Мирополис. Конечно же, нужно начать с того, что она платная. Она платная, но те средства, которые мы отдаем за эту возможность пользоваться этой площадкой, они окупают многие вещи, которые действительно позволяют отдавать дистанционный процесс обучения наиболее полно. Ну и здесь некоторые функции я хотел бы просто продемонстрировать. У нас на этой площадке есть несколько режимов. Режим презентации, режим конференции, режим дискуссии. Режим конференции, вот он, например, интересен, будет же, например, иностранцам. Почему? То есть преподавателям иностранного языка. Почему? Потому что им важно слышать и видеть учеников. Данная система позволяет подключать до 15 участников одновременно с видео и аудиосигналом. Ну, непонятно, зачем это сразу, да? Поэтому здесь есть
поднятой ладони, поднятой руки по желанию или по требованию учителя, или по желанию учащегося. Он нажимает на иконку поднятой руки, и ведущий может спокойно подключить и видеосигнал, и аудиосигнал. Далее. В любом режиме возможно подключение аудио и видеосигнала любого участника, как я уже сказал, даже в тех шаблонах, которые вы хотите создать современно. Окна можно заранее изменить или удалить и сохранить интерфейс как шаблон. Количество шаблонов, которые вы можете создать, оно не ограничено. В принципе, вот сочетание и расположение окон, оно зависит от тех задач, которые вы ставите перед собой и полета вашей, так скажем, фантазии. Переключаться между шаблонами довольно легко, можно во время занятия даже делать, как вы сейчас это видели, нажатием на одну кнопку. Соответственно, все, что происходит на вашем мониторе, оно демонстрируется и на мониторах участников. Это так называемый синхронизированный режим. Ну, данная функция, конечно, полезна, например, для учителей, которые привыкли работать у доски. Сейчас мы этой возможности лишены, но когда выйдем с недели в выходной и, возможно, нам разрешат посещать нашу любимую школу, то, возможно, мы будем пользоваться как раз вот. Есть у нас учителя, которые давали занятия именно с той доски, поэтому здесь очень быстро можно переключаться с режима, например, где есть чат, в режим, где демонстрируется доска, перед которой стоит учитель. Если ему необходимо переключиться на презентацию, это тоже довольно быстро делается. Можно переключиться на презентацию. Поэтому довольно гибкая и удобная система. Чат в системе есть общий, есть приватный, рассчитанный на каждого отдельника, на каждого ученика отдельно, куда может индивидуально писать ученик. Чат модерируемый, записи все в чате, они записываются, можно будет после их просмотреть. Вообще отчет очень подробный предоставляется после окончания занятий вебинара. В рабочей зоне можно демонстрировать любые материалы. К сожалению, анимации не воспроизводится, но практически все форматы система принимает. Есть режим белой доски, где учащиеся могут делать свои записи, чертить, вводить текст, все что угодно. Кроме всего прочего, они могут также и делать пометки в ваших материалах, которые вы им демонстрируете. Могут вносить печатный текст. Предусмотрен режим также и демонстрации рабочего стола. То есть этот режим позволяет демонстрировать другие сайты внутри вашей вебинарной комнаты. Система позволяет также создавать и проводить простые опросы, простенькие, но все-таки их можно создавать даже во время занятия. Вдруг пришло озарение, вы решили что-то узнать у детей, вы можете его сразу во время занятия, этот тест-опрос создать. Также имеется возможность загрузки участниками материалов в формате Word, PDF, презентации, фото, изображения прямо во время занятия. То есть вы можете дать задание, ребенок набирает текст у себя на компьютере в вордовском формате, сразу его подгружает вам в систему, вы его можете вывести на экран для совместного разбора, для совместной работы с всеми остальными участниками. После вебинара предоставляется подробный отчет по участникам, запись чата, запись занятия, ссылка на запись занятия рассылается автоматически всем, кто присутствовал на занятии. После регистрации участника работает система напоминания, которую можно отрегулировать по вашему желанию. То есть, например, за сутки до занятия напоминалка придет ребенку, за полчаса, за час, за 10 минут. Здесь тоже система довольно гибкая. Ну и Мирополис отличается тем, что действительно связь здесь, в отличие от других вебинарных площадок, довольно устойчивая. Вот за прошлые 2 недели
из 76 занятий у нас было полных только 4. То есть, когда мы не смогли провести занятия. Из 76 4 всего. В отличие от тех площадок, которые, вот, например, сейчас такие как Учи.ру, Решу ЕГЭ, ОГЭ, которые по необходимости подключили эти онлайн-вебинарные комнаты, но много нареканий к ним возникает и довольно неустойчивая связь. В общем, система довольно такая гибкая в функциональном отношении. Какие функции, как вы будете использовать для реализации ваших педагогических приемов, педагогических технологий, зависит только от вас. Но не забывайте о том, что мы должны максимально приблизить процесс дистанционного обучения к традиционному. Постараться не потерять те возможности, которые есть и в традиционной системе. Но есть, конечно, и определенные препятствия. В основном это организационные препятствия. Комната привязана к одному аккаунту, поэтому может быть два варианта организации системной, да, централизованной организации дистанционного обучения или трансляции. Первый вариант – это под полным контролем оператора. То есть должен быть отдельный человек, оператор, который будет заранее создавать вебинарные комнаты, количество их не ограничено, то есть одновременно в 13:00 на вебинарной площадке может проводиться, например, 4-5 занятий одновременно. Но для этого учителя должны заранее сообщить и подгрузить материалы оператору, чтобы он эти комнаты заранее создал. И напоминаю, что тот, кто зарегистрируется, автоматически будет приходить напоминание о сроках этого занятия. Второй вариант – это, так скажем, тоже контроль, но лайт, облегченный такой. Здесь тоже, опять же, заранее необходимо создавать вебинарные комнаты, но учителя могут воспользоваться данными для входа в аккаунт и проводить занятия самостоятельно. Но, опять же, здесь нужно учитывать, что в аккаунте может находиться только один владелец. И в этом случае, в этом варианте необходимо строго соблюдать поочередность. То есть в 13:00 один человек занимается, в 14:00 второй и так далее. Здесь также, наверное, стоит сказать о том, что действительно учителя могут пользоваться, и ситуация сложилась так, вот, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Огромное количество вебинарных площадок сейчас предлагают даже бесплатные тарифы. И для нас это становится обыденностью, и технологии существовали уже на протяжении многих лет, и многие из нас от них просто отмахивались, каким-то образом уходили от этого процесса. Сейчас мы от этого процесса не уйдем. Это становится, как я уже сказал, обыденностью нашей, поэтому подбирайте онлайн-площадки, но совершенно точно было сказано, Татьяна Валерьевна, что для более системной организации дистанционного обучения должна быть единая платформа, которую нам обещали в январе 2020 года, но, к сожалению, так она и не появилась, федеральную платформу. В принципе, у меня на этом все. Передаю слово Наталье Петровне. Наталья Петровна, нажимаете кнопочку «Воспроизвести видео и звук» и подключаетесь. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Виконцева Наталья Петровна, педагог-психолог и учитель химии школы номер 23. В своей практической деятельности дистанционное удаленное обучение я реализую в течение уже 3 лет с учащимися поселка Елецкий. Это школа номер 43 города Воркуты. И поэтому сегодня я поделюсь некоторым своим опытом в реализации этого обучения, остановлюсь на положительных моментах, на тех сложностях, с которыми столкнулась я. И, может быть, одной из форм работы, которая будет сейчас актуальна, вам предложу поделюсь то, что есть у меня в наработках. Если мы говорим о предмете химия, то вот в моем опыте дистанционное обучение удаленно реализуется в случае, когда нет
педагога в школе, в образовательном учреждении, как известно, часов химии не так много, поэтому образовательное учреждение может столкнуться с такой ситуацией. Это дистанционное обучение, когда у нас есть ситуация карантина, у нас есть ситуация отмены занятий, актированные дни, и также варианты обучения, которые можно использовать при работе с детьми по подготовке к итоговой аттестации, по подготовке к олимпиадам, когда, может быть, в рамках нахождения в учебном заведении не хватает достаточных временных ресурсов. Говоря о предмете химия и дистанционном обучении, следует остановиться на определенной специфике предмета. Успешное овладение содержанием предмета зависит напрямую от развития таких свойств мышления, как способности к абстрактному мышлению и сформированности универсальных учебных действий. Начало обучения начинается в 8 классе. Ребенок, приходя к изучению этого предмета, пожалуй, химия – это один из тех предметов, которые начинают изучать дети позднее всего, и связано это с тем, что большой объем теоретического абстрактного материала, абстрактных понятий, которые дети должны усвоить. Ну и, соответственно, содержание материала предъявляет эти требования к развитию ребенка. Если это развитие соответствует возрастным особенностям, то, конечно, обучение идет достаточно легко. Если есть проблемы в развитии ребенка, то ребенок столкнется со сложностью в понимании материала, тем более при дистанционном удаленном обучении, когда нет учителя непосредственно рядом, и учитель не может вовремя сразу сориентироваться в тех трудностях, которые испытывает ребенок. Поэтому очень важна при дистанционном обучении обратная связь. Особенно в химии. Учащиеся по результатам обучения должны иметь не только теоретические навыки, но и сформированные практические навыки, в том числе и иметь навыки работы с веществами, с химическими, иметь навыки работы проведения химического эксперимента, да, проведения опытов, подтверждающих качественный состав химического вещества. И продвижение по курсу возможно только в том случае, если у ребенка сформированы первоначальные навыки в изучении курса. Ну, точно так же, как в английском и в иностранном языке. Ребенок не будет читать и знает букв. Также в русском языке, да, в математике, если ребенок не будет уметь складывать, то ему будет сложно умножать цифры, если он не знает написания цифр. Но у нас незнание химических знаков приведет к непониманию, к неумению ребенка составлять химические формулы, соответственно, составлять химические уравнения, решать задачи. И вот эта цепочка взаимосвязанных знаний, она предъявляет к учителю, к организации работы, которую он осуществляет, требования, чтобы ребенок постоянно давал информацию об уровне усвоения своих знаний. То есть важно, чтобы учитель организовал обратную связь так с ребенком, чтобы эта обратная связь давала ему возможность иметь представление о том, на каком этапе овладения содержанием материала находится ребенок. И, соответственно, уже анализируя этот этап, учитель может продвигаться дальше. Это важно и при традиционном обучении, естественно, особенно это важно при дистанционном обучении. Поэтому актуальными задачами в работе, которые бы я сделала акцент при реализации удаленного дистанционного обучения, это нужно формировать у учащихся самостоятельность, продуктивную работу с литературой через приемы осмысла продуктивного чтения. Нужно во время уроков делать на этом акцент, побуждать ребенка к умению той информации, которую он получает, выделять главное, наиболее существенное. И, конечно, второй акцент – это формирование вот этих практических навыков, которые сложно сделать онлайн, когда ребенок не имеет дома химических реактивов, и даже если бы он имел определенный запас, то отвечает за технику безопасности, дистанционно учитель, конечно, не может. То есть вот эти навыки необходимо формировать в том числе и в рамках дистанционного обучения. Как же это решается в практической деятельности? Итак, можно организовать онлайн-уроки с использованием тех ресурсов, как виртуальная лаборатория Российской электронной школы.
Естественно, когда мы утром получаем информацию о том, что сегодня день, детям нужно изучить содержание урока, в этом случае нам помогает очень хорошо российская электронная школа. Можно сделать урок, отправить этот урок, и мы знаем, что там есть теоретический материал, задания для отработки, задания для контроля тех знаний, которые ребенок усвоил. То же самое возможно при использовании в виртуальной лаборатории, где есть практические работы. Ребенок может на практике попробовать провести химический элемент, но виртуально. То есть, тем не менее, получить определенный навык работы с реактивами, представление о особенностях химической реакции ребенок может. Но российская электронная школа, эти уроки, они предназначены для среднестатического ученика. Они дают возможность поработать ученику, и вот эти тестирования, которые ребенок там может пройти, эти операции с реактивами, иногда дети могут воспринимать как игру, чтобы этого не происходило, и чтобы сделать более дифференцированный блок, который предусматривает и запросы детей, ориентированных на более глубокое изучение химии, мы должны использовать другие ресурсы. Таким ресурсом может быть единая коллекция цифровых ресурсов, это составление уроков с подбором видеофрагментов и подбором заданий для проведения этого урока. Видеофрагменты можно использовать с инфоурока, с ресурса и с канала знаний, который содержит видеофрагменты именно по раньше тому методическому комплексу, который мы чаще используем, который есть на руках людей. Это учебники, автор, который Габриэловса, автор с другими педагогами. Вот в канале знаний как раз видеофрагменты сформированы именно по этому учебнику. Итак, первый вариант: мы можем использовать российскую электронную школу, отправляя детям ссылку и прося их, чтобы они прислали нам скриншоты уже результатов выполнения практической работы. Второй вариант: мы создаем урок с электронными образовательными ресурсами самостоятельно. Проведение уроков с опорой на интернет-ресурсы. Вот я хочу продемонстрировать, как можно использовать российскую электронную школу, ну, например, урок «Химические свойства углеводов». В этом уроке в практическом задании есть раздел и практической работы. Да, одно из заданий – отработки навыков. Практическая работа, которая предполагает, что ребенок имеет представление о задачах этой работы, целях работы, знакомится с оборудованием и может выполнить качественные реакции. Да, вот здесь представлено 5 операций, которые ребенок должен сделать при выполнении этой практической работы, да, и получить информацию о качественных реакциях, характерных для определенного класса изменений. Практический навык формируется. То есть этот вопрос достаточно легко решается. Если же я хочу, чтобы мой урок был достаточно эффективен, потому что при опоре на интернет-ресурсы уже готовые, такие как российская электронная школа, естественно, я экономлю достаточно время на подготовку, оно минимально, доступность учащихся, хорошее качество анимации материала и возможность получения практических навыков. Вот эти задачи можно решить с помощью ресурсов. Но есть недостатки. Опять же, остановлю, что это недостаточно, с моей точки зрения, дифференциация обучения. Не всегда есть проблемные ситуации, которые способствуют развитию учащихся. Ну и в целом развивающие обучение здесь не в полной мере, мне кажется, реализуется. Вот для решения этих недостатков при проведении дистанционного обучения, дистанционных уроков, целесообразно составлять карточки заданий. То есть перед составлением, перед началом проведения урока учитель отбирает материал для этого урока, разрабатывает карточку урока, по которой ребенок работает самостоятельно. Затем эту карточку после урока учитель анализирует и высылает рекомендацию учащимся. Учащиеся анализируют результаты работы, ну а учитель вносит коррективы последующих.
Вот в такой форме можно проводить уроки, когда нет возможности вести эти уроки онлайн, то есть когда ученик с учителем не могут в режиме реального времени поработать. Да, мы говорим о том, что мы сейчас используем различные ресурсы, мы говорим о том, что есть проблема и с интернетом у некоторых учащихся, и будут проблемы с теми, с которыми, может быть, мы еще не встретились, так как работали больше с учениками старшей ступени, больше в формате подготовки к итоговой аттестации. Это могут быть дети из одной семьи, у которых параллельно может идти урок, а устройство в семье одно. Таких детей в семье может быть и двое, и трое, которым нужен выход в интернет. Поэтому создание таких уроков, которые бы ребенок мог посмотреть несколько иное время, поработать с содержанием этого урока, является актуальным. И, естественно, здесь можно, варьируя сложность заданий, варьируя уровень, можно учесть и уровень подготовки учащегося, у которого низкий уровень знаний по предмету, и учесть уровень подготовки ребенка, который заинтересован в результате предмета, чтобы не потерять нам детей, ориентированных на изучение, одаренных участников олимпиад. Вот таким вариантом можно воспользоваться. Как это выглядит? Ну, я на своем примере, например, задание к уроку номер урока, то, что я использую в работе с детскими, тему урока, предлагается запомнить фамилию и дату, когда проводится урок. Вначале идут несколько заданий, вот в данном случае здесь вы видите 3 задания, которые направлены на повторение предыдущего урока, то есть содержание урока, который был накануне. Так как дети сразу после урока высылают скриншот своего или фотографию своей работы, поэтому учитель может сориентироваться, какого рода задание нужно включить в последующий урок. Да? Это работа над этими понятиями. И так как дети на предыдущем уроке получили рекомендации по выполнению заданий, поэтому предполагается, что уже эти задания они сделают с большей степенью успешности. Затем, вот то, что я говорила, это продуктивная работа с текстовыми файлами, с информацией. Ребенку предлагается выделить ключевые слова в тексте для того, чтобы подвести к теме урока. Далее идет просмотр видеоурока, и дается ссылка, либо прикрепляется к документу вводовскому видеофрагмент, непосредственно уже скачанный, который можно пересылать по электронной почте. И затем очень важный момент. Важно, чтобы задания, последующие после фрагмента, они соответствовали содержанию фрагмента, они перекликались с содержанием фрагмента. Тогда ученик воспринимает эту информацию как учебную ситуацию, не как просмотр картинки, мультика или интересной информации, а как учебный, как источник получения знаний. Конечно, дети могут воспользоваться еще и учебником при работе на ответы этого задания. Ну, вот, например, в том видеофрагменте, который я предложила детям на вот представленном вам на предыдущем слайде урок, это был видеофрагмент портала InfoUrok, была первая задача, где нужно приготовить раствор с такой-то массовой долей. И первое задание, аналогичная задача, но взяты другие цифры, это облегчает процесс обучения, в том числе решению задач, которые сложно детям осваивать. И что мы видим в качестве обратной связи? Ученик высылает заполненную карточку, где учитель вносит свои коррективы, вносит рекомендации, пишет решение отдельных заданий, да, и выставляет отметку. Можно эту информацию сопроводить письмом, которое бы вносило дополнительное пояснение. Итак, вот в существующей реальности опыт, когда мои ученики с школы номер 23 не всегда имеют возможность устойчивого интернета и ведения уроков онлайн, он побудил меня вот к такой работе. Это разработка карточки для урока, подбор видеофрагментов, которые можно и для практических работ подбирать для отдельных опытов, и пошаговая инструкция по ходу, по овладению
знания учащихся. Опыт дает положительные результаты. Есть ученики, которые достаточно успешно справляются и получают отметки хорошо и отлично за свои работы, и способствует формированию знаний. И он позволяет дифференцировать степень сложности заданий и позволяет отслеживать, насколько ребенок правильно понял информацию. И при проведении онлайн-уроков я тоже сейчас подхожу к такому моменту, что детям по обсуждаемой на уроке теме выдается карточка через, опять же, электронное образование, которую они должны запомнить уже по теме, по содержанию урока. Это дает информацию о том, насколько ребенок усвоил обсуждаемый материал, насколько он продвигается в процессе изучения химии. Работа по получению наработки дистанционных форм работы, выборе наиболее оптимальных, она, конечно, только еще, наверное, находится в стадии начала, но я пожелаю всем нам успехов в выборе наиболее удачных форм работы, наиболее эффективных форм работы. Эффективные формы работы будут те, при которых мы сможем и поддержать интерес детей к изучению своих предметов, и побудить их на более глубокое изучение, на участие в конкурсах, на дальнейшее профессиональное определение от данной дисциплины. Поэтому я всем желаю успехов. Спасибо за внимание. Коллеги, сегодня мы представили опыт организации дистанционного обучения в нашей школе. Надеемся, что опыт, вот этот материал, который мы предложили, окажется полезным для коллег. Сегодня мы вынуждены работать в дистанционном режиме, но в этом даже, наверное, есть какое-то преимущество. Мы, педагоги, стали осваивать очень активно цифровые технологии. Ну и хочу вам пожелать крепкого здоровья. Берегите себя, берегите своих родных, соблюдайте режим самоизоляции.